Эдуард, добрый день. От имени всех зрителей моих каналов в Ютубе и в Яндексе.Дзен я приветствую вас и хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Первый мой вопрос. Ваша школа, ваш вуз и ваша специальность. Ваша школа. Спасибо. Первые 4 года вторая русская школа. С 5 класса средняя школа номер 1 имени Нестора Аполлоновича Лакоба. Я ее закончил в 1972 году. В 1972 году я поступил в Московский инженерно-экономический институт имени Серго Орджоникидзе, который потом переименовали его в Институт управления, а сейчас он называется Государственный университет управления имени Серго Орджоникидзе. Ну и закончил его в 1978 году. Специальность? Специальность инженер-экономист по организации и управлению строительством. Вы сразу начали работать по специальности? Или... Да, я приехал в Гагру и работал в Зыбском экспериментальном домостроительном кабинете в Тресте инженером по труду и зарплате. Ну, по специальности. Замечательно. Да? А Борис Михайлович Аршба, легендарный строитель наш, который пришел ко мне в Трест и говорит: давай на практику мастером. И вот он меня взял мастером, строительным мастером на СУ-1, участок номер 1, мастером. Начальник участка был Шамба Давид Сунарович, мой брат старший, да, то есть, и начальник управления Борис Михайлович Аршба. И вот я на строительстве проработал мастером, детский сад построил, участвовал в строительстве, детский сад, 2 жилых дома по 75 квартир, это 150 квартир. Потом я стал прорабом, потом начальником участка, и 4 года я вот на строительстве работал. Затем Энвер Ирастович Капа, первым секретарем, будучи горкома партии Гагрского, почему-то вызвал меня в горком партии, а я как-то пришел, а вроде ничего не сделал. А каждую субботу он совещание прорабское у меня проводил, потому что объект был ЦК КПСС, а жилье всегда было как бы значимое во все времена. И вот он был в прорабской у меня, и вот он меня позвал, и теперь я говорю: а вы меня почему позвали, Энвер Ирастович? На стройке же виделись мы. Ну и вот он тогда мне сказал: а мы предлагаем тебе быть вторым секретарем Гагрского горкома комсомола. Как ты относишься? Ну, мой ответ, конечно, странноватый был. Я отрицательно сказал. Я говорю: Энвер Ирастович, я не готов еще к такой высокой работе. Я гудаузский, я ему говорю. Ну и потом я говорю: я не член партии, и я хочу через неделю жениться. У меня мамы нету, папы нету, я рано потерял отца, мне было 14 лет, 13 лет было, когда отец погиб, и мама умерла тоже. 53 года ей было, тоже я уже работал и так далее, да, и вот, он, конечно, не член партии. Когда я сказал, понятно, что через месяц я был уже кандидатом в члены КПСС, ну и вот, как-то меня избрали, будем так говорить, потому что форма такая, вторых секретарей избирают, это так все условности, а так-то назначил меня он Энвер Капа вторым секретарем, потом как-то биография пошла, то есть работа, как бы организационная работа, 9 тысяч комсомольцев в Гагарском районе. Всего лишь? 9 тысяч комсомольцев, которые на учете стояли, да. Это 9 тысяч. Всего по всему району. Тысяч. В Абхазии 80 тысяч всего было. Понял. А 9 тысяч это как... То есть это немало, да? Нет, это нормально, 9 тысяч. Вот,
Ну и потом как-то получилось, что стал... я в армии не служил, да, то есть у меня на 4 курсе, к сожалению, на День советизации Абхазии 4 марта 1975 года в ресторане «Арбат» получилось, что мне ударили ножом. И, к сожалению, попали в сердце. Ну, я Какой ужас. отнял нож у человека, ну, он творческий был, мама абхазская, а папа грузин, по-моему. Ну, неважно, для нашей. И мне, я был организатором этих встреч, в смысле, организовывал эти московскую диаспору и так далее. А что такое могло И случиться? он Почему это? что-то напился, и его понесло, да. Ну, и он, кажется, нож вытащил, а я не заметил нож. Это на основе национальных противоречий? Ну, нет, мы тогда как-то вместе общались, да. Ну, а там он, ну, наверное, его особенности. Понятно. Вот. Ну и вот ударил, я вышел из ресторана, нож в кармане, я извиняюсь за подробности, сел в такси и поехал с Склифосовского, да, то есть по дороге выбросил нож, как полагается, потому что я гудаузский, мои свидетельства, улики нам не нужны были, потому что я заявлять не собирался, ну, то есть... И мне 4 часа делали операцию, непрерывно, 2 клинические смерти. Через 12 часов я очнулся, в 5 часов вечера. Слава Богу, что вы Ну не да, погибли. и я теперь очнулся, капельницы 2 стоят, и 2 санитара там. И я говорю, ну я голос подал, ну один другому говорит, дожил, говорит, подходит. Я говорю, кушать не даете? Он другому говорит, слушай, умирает, а кушать хочет, говорит. Я говорю, сейчас я встану, я вам посмотрите, как умру. Ну, я к чему говорю, мне сестра бульон, там все вокруг этого Склифосовского стояли, ну и вот. Да, вы меня На удивили. на третий день я уже в коридоре, меня хирург, а я с сигаретой. Он мне за руку схватил, я говорю, он мне спрашивает, ты нормальный человек? Я говорю, а что здесь курить нельзя? Он говорит, какой курить нельзя? Я тебе 2 шва на правый желудочек сердца наложил и перикард твой зашил. Ты стоишь, куришь, ты нормальный человек? Я говорю, я абхазец. Как ненормальный, да. Ну и вот таким образом, вот у меня 2 шва на правом желудочке сердца, ну и это так, мелочи пока, да, потом у меня еще кое-что было, ну, подольше расскажу я потом, да, ну и вот я лежал 4, но меня, естественно, комиссовали, потому что ножевое ранение, и военная кафедра у меня была на 3-м курсе, и я лейтенанта не получил в институте, потому что Не служили. в институте, поэтому я без, как бы, военное звание не был, да, то есть, хотя считается кафедра всегда как армия. Ну и потом у меня это случилось в 1979 году на бюро обкома комсомола, вопрос рассматривался Бзыбского экспериментального домостроительного комбината. А я тогда, будучи, работал в БДСК, вот инженером по труду и зарплате, замсекретаря комитета комсомола. Освобожденная была должность, Шамуге был там мальчик. И вот на бюро обкома комсомола Давид Григорьевич Пиля был первый секретарь обкома комсомола. Ну и он видит кадр такой, Рамбо, строитель и так далее. Ну и когда он увидел, что армия не служила, и он так рукой махнул, говорит, в армии не служил, наш комсомол ты не пойдешь. Ну, так как уехал. Это я внуку его сейчас родной, тоже его Давид Григорьевич зовут. Это, ну, младшей дочки моей сын. Это внук ваш. Внук мой, да, то есть, ну, он тоже Давид Григорьевич Пиля, как и дедушка, который меня на работу не брал. И я так иногда в шутку говорю, ты меня на работу не брал, Давид Григорьевич, а я все равно, меня с Божьей помощью, все равно я пришел. Ну так, шутка, юморной был. Ну, таким образом. А после того, как вы поработали 2-м секретарем Гагарского горкома комсомола, дальше как сложилось? Первым секретарем стали. Гагарского горкома комсомола. Стали. Ну, потом в армию меня
На 3 месяца я в Кутаиси А, служил. все-таки в армию взяли. На 3 месяца Инвери Растович нормально. Камба меня отправил, потому что дальше движения не могло бы быть. Хорошо, без армии, это да. замечательно. И он там на 3 Мне это месяца нравится. мне лейтенанта тогда там. А я 3 месяца первым секретарем в Гаграх работаю, у меня обслуживает служебная машина, Жигули, шестерка. Я на ней в армию возил он меня в понедельнику, утром на развод и так далее, а в пятницу вечером увозил. Понятно. Что это было? Служба такая была. Вот, ну и после 3 месяцев, когда мне звание сделали, меня забрали в Тбилиси. А там на какую должность? Как говорят, там ответ-организатор в организационный отдел ЦК Комсомола Грузии, ответ-организатор ну и функции были по критические замечания и предложения, я как бы курировал. Ну я так вот проехался, армянские регионы курировал, Ахалцихи, Аспинза, Адыгения, ну вот, Ахалкалаки, ну потому что как бы более такие они. Насколько интересная была работа комсомольского лидера? Ну, общение на места, я часто в командировке ездил, да, то есть, ну, молодежь и так далее. Первые секретари райкома партии принимали, потому что все-таки уровень ЦК Комсомола был, ну, то есть, не путали. А расскажите, пожалуйста, о вашей встрече, о вашей, в особенности, дружбе с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абе. Как состоялась ваша встреча и Ну, это я уже работал уже в Тбилиси вторым секретарем ЦК Комсомола Грузии, когда меня включили в делегацию Комитета молодежных организаций СССР. Лично они меня имели в виду, но я тогда работал вторым секретарем Комсомола Грузии. Ну и включили в эту компанию. 6 человек нас было, делегация. Это куда вас послали? В Токио, В Японию. в Японию, да. А по приглашению А какой год? 89-й. 89-й. Это весна, это апрель. И 89-й год 5 человек нас отправили по приглашению Синдзо Абе. Он был президент молодежной палаты Японии. Ну, как первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Как, по его приглашению, и вот там встреча была на высочайшем уровне, да, то есть я таких, ну, первый раз я, правда, еще 2 раза в Америке был, да, так, на всякий случай. Это потом попозже. Сначала Синдзо Абе закончил. Ну и вот мы неделю были там, неделю мы смотрели, ну, конечно, впечатление большое, эти дороги и так далее, ну, то есть, другой мир, и вот это их японская благожелательность, да, и так далее, и так далее. Ну и вот я их там научил пить. Что были абхазцы. По-абхазски. Елки-палки, когда сядем, а у них 18 градусов это саке. Саке, да. Саке. Но есть ли у них какой-то застольный культ? Культура застолья? Застольного культа нет. Ну, я, по крайней мере, при мне не показывали. Но вот они просто в избытке. А вы как их учили? А? Что вы я мне конкретно их тосты рассказали? начинал говорить, это за вас и так далее, ну по-абхазски. Не так это. А потом они на меня Шамбасан, они так вот пальцами Шамбасан. показали, потому что ну, я так мог это саке выпить, в ведро не скажу, но по крайней мере литра 2-3 я в любом случае мог выпить, и они смотрели на меня, потому что они 2-3 стакана выпьют и падали. Ну и Кто был в составе делегации? Кто-нибудь с Кавказа был? нет, с Кавказа никого не было, с Кавказа только я был первый секретарь Московского обкома комсомола, первый секретарь Ленинградского обкома комсомола. Но они пить не могли, да? Зампредседатель комитета молодежных организаций СССР. Ну, тоже серьезно. Не, серьезные ребята, Не, ну, серьезные но пить не ребята, могли. но Пить это
Когда когда я работал вторым секретарем в Грузии, 100 районов в Грузии и 3 обкома. И когда назначали первым секретарем, собеседование приводили ко мне, мне 30 лет, а ему там 24-25. Ну, я его спрашивал, а сколько стаканов ты можешь выпить? Он говорит, 10. Я говорю, мне 10 ты не подходишь, потому что у тебя бабушка троцкистка, ну, откуда вы знаете, и так далее. Вот это 10 да. стаканов выпить, а должность была первый секретарь, служебная То есть- машина, секретарша. То есть это вот в те И годы годы как, ну, было как необходимо. лакмусовая бумага, да, то есть как, Вот это да. как это самое, проверка, да. Он 10 стаканов Это выпил. везде было или только в Грузии? Нет, это я в Грузии только... В Грузии такое было, где в я Абхазии? работал, да, я же был вторым секретарем. А в России было Не, такое? в России Не такого было. не было. В А, России это... Понятно. Это здесь... Я думал по всему Не, Советскому не, Союзу ну, так. это такое... Все-таки вот этот стиль, да, вот такого рода требовательность, Человеческая она была, проверка. она И была характерна больше для Абхазии или для Грузии? Она у меня была такая требовательность, потому что я понимал, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. А, Ну, то есть, а когда он выпит, он же балаболит начинает, и потом опрокидывается, гордыня начинается, да, я первый секретарь, ему 23 года, а у него служебная машина, секретарша. Ну, это серьезные такие привилегии, да, то есть, и вот его может повести. И я это не разрешал, Конечно, это я конечно. пресекал сразу на корню, я говорю, уйди, и когда вы на работе сидите, говорю, вы, да, первый секретарь, вы телефон, трубку вы должны поднимать, райком комсомола, а то секретарь же сидит. А почему вы звоните, по какому вопросу? Ну, я вот это как-то, меня Кваб Александр Золотинскович, как-то, ну, он мой старший товарищ был, он был первый секретарь Гудовского райкома комсомола в 28 лет. Но его здесь Шеварнадзе заметил. Ну, я как-то, ну, с ним, он как старший мой. И он мне говорил, ты на работе должен трубку сам поднимать. И вот я как бы следовал его примеру, потому что это правильно. Потому что отрывались от молодежи. А что, первый секретарь такой же молодой человек, как все и верно, все. все Ну, верно. я вот в таком роде, да. Но я все равно проверял. В один день 5-6 районов я говорил, обзвоните, кто поднимет трубку, чтобы мне сказали. Ну, естественно, доверяй, но проверяй. Контроль должен был быть. Ну и вот таким образом. Когда Синдзо Абе прибыл в Абхазию и с кем? Ну, Синдзо Абе, будучи приехал в Тбилиси, я делегацию принимал, да? Это уже после вашей Не. поездки? После поездки, ну, понятно, в Токио, когда они приехали в Тбилиси ко мне приехали, ко второму секретарю, в Грузию приехали они. Но я их перенаправил, чтобы они поехали, а заранее поехал в Сухум, прилетел на один день и встречал их в аэропорту. Я хотел, чтобы они посмотрели, что такое Абхазия и так далее. Уже будучи вторым секретарем, я их здесь встречал. Ну, я тоже это. И вот я их встретил, 23 человека было их. 23. Делегация, да. 23 человека, они жили на даче, вот где сейчас Бжария живет. Ну, дача Лакома, да, то есть. Итак, они прибыли. Сколько дней они пробыли в Абхазии? Ну, они дня 3-4. Ну, по крайней мере, я успел их обвести, ну, делегация, представляете, да, 23 человека, это серьезно, да. Да. Я сделал им маршрут. Что они успели посмотреть? Маршрут Какие сделал с достопримечательности? Сухумского морского вокзала до Нового Фона, в пещеру завез, показал их. Ну и вот таким образом на озеро Рицу. Ну, на озеро Рицу я уже отдельно выделил этих. Эдуард, Япония своего рода тоже красива. Да. Но насколько были гости из Японии впечатлены природой Абхазии? Что они говорили Они- конкретно? Они руками разводили, ошеломлены были, да. Были ошеломлены. да? Такая природа и такое сочетание гор и моря нету нигде. Я, честно Неужели в говоря, Японии не было? меня такого? в жизни бросало, да, так, стран 9 я выезжал, да. Какие страны? Ну, начиная там, ну, Казахстан, Япония, понятно,
Америка. Баку, Азербайджан, Америка 2 раза был я, да. Греция, Германия. В Германии я выступал на съезде «Молодые соколы». Я был представитель ЦК ВЛКСМ. От ЦК ВЛКСМ я выступал, там молодежная организация в Гамбурге. В Гамбурге «Молодые соколы» называлась. Ну, почти абхазская организация. «Молодые соколы», да, я прошу прощения за такое. Это самое. Ну и там тоже 2000 человек. И на съезде, там, на русском... Никого из абхазов не видели тамошних? Нет, там, это всего там неделя была, не там, я жил в Гамбурге, нет, ну да, жил в Гамбурге, потому что во Франкфурт на Майне прилетели мы, да, то есть, и до Гамбурга на электричке. Это раньше ваши поездки в Японию или позже? Это вот... Раньше когда, было? После в Москву, когда перевели, когда меня выгнали из Тбилиси в 89-м. Даже такое было. Да. Ну, Почему? конечно, долой русская свинья Шамба. Ничего Потому себе. что я же занимал должность второго секретаря, это была ЦК ВЛКСМ, русская должность была. Ага. И они, когда мне по телевизору Синдзо Абе спрашивают, а что это? Они, долой русская свинья Шамба, ну, демонстрацию делают, а мы по телевизору это смотрим в Тбилиси. А 9 апреля это все было, как раз в это время я был там. А 9 апреля, ну, я-то как-то в шутку я сказал, они не знают, что у меня бабушка Тарга. Ну, это у меня так выскочило, да, естественным образом. Они еще хорошее время проведут, я так как-то высказался, да. Ну, Синдзо Абе, что за бабушка Тарга, откуда он понимает? Ну, то есть это такая для Бога. Колоритно. Так что это вот это. Вот тогда. Значит, из Тбилиси вас перевели в Москву. Из Тбилиси, да, потому что меня же выгнали. А там в какой должности вы работали? Там был завсектором организационного отдела ЦК ВЛКСМ. Ну, зарплата 450 рублей, трехкомнатная квартира. Респект, Ну, респект. комсомол так Молодцы. не бедный, да, 42 миллиона Респект. человек, по 2 копейки, каждый, если даже считать. Да. Ну, то есть, на судьбу как я могу жаловаться, когда предначертано все сверху, да, Анчей Урала. Вы счастливый человек. Ну, у меня 3 внука, 3 внучки, да, 3 детей. Ну, вот эти мои испытания, да, Божьи, ну, наверное, за что-то. Или как бы проверяет меня на стойкость. Ну, это философский вопрос, поэтому я не собираюсь сдаваться, потому что я хочу увидеть здесь, в Абхазии, чтобы пенсия была хотя бы вот в течение 2-3 лет 5000. Сейчас мы перейдем более к нашим проблемам. Но вообще я хочу, чтобы $1000 была пенсия в Абхазии. Это когда 60 лет будет, да? Было бы здорово. А такой потенциал у нас, слава Богу, есть, Господи. Ты нам такую землю, ну, обетованная нам вообще. Ну, а такого сочетания нету. Море, горы, климат, среднегодовая температура 18 градусов, ну, 17. А где такое есть? А потенциал экономический вообще сумасшедший. Это зона, я планирую, ну, потом, или об этом не надо, да? Не, скажем потом. А? Потом скажем. Потом скажем, да, потому что потом я... Сейчас я, знаете, что Так, хотел и- бы? Вот я немножко хотел бы высказать свое мнение, Итак. затем задать вам один вопрос. Да, пожалуйста. Итак, я считаю, что в Абхазии у нас есть немало талантливых, известных и, главное, влиятельных людей. Но очень часто они находятся в нашем государстве не при делах, в той или иной степени. Но можно же в конце концов воспользоваться их влиянием и знакомствами на пользу Абхазии. Насколько мне известно, никто из руководителей Абхазии так и не воспользовался вашими связями с Синдзо Абе. Ну, да. А он был премьер-министром Японии дважды, с 2006 по 2007
из 2012 по 2020 год. Ведь сколько полезного можно было бы сделать с его и вашей помощью для Абхазии. Но мы этого не сделали. Почему мы такие? Ну, к сожалению, когда ездили на Ленинградский форум, вот этот экономический, да, где участвовал Синдзо Абе, ну, делегация была, да, там депутаты наши, из администрации кто-то поехал, далее. Ну, сейчас я не хочу как бы какие-то свои мысли говорить. Ну, это, к сожалению, эта зависть, она присутствует в нашем народе, потому что почему он, а не я был тогда, может быть. Ну, это так, сейчас я извиняюсь, да, но, конечно, это было бы полезно, как вы меня спрашиваете, и меня, да? Да. Это, представляешь, если он меня увидел бы там, это же, а он тогда был премьер-министр на всякий случай, я бы развернул бы, опять вернул бы его сюда, ну, как-то пригласил или еще что-то, они же были здесь, им все понравилось здесь, мы... От личных знакомств очень многое зависит. Ничего себе, ну, на руках, да, потом они... Да, я их на машине сам лично за рулем возил, да, на своей машине. У меня еще была собственная машина, 09 модель, которая была, да, то есть вот... Представим, что один из руководителей Абхазии действительно воспользовался бы вашей дружбой с Синдзо Абе и послал бы вас в составе абхазской делегации в Японию. Ну, например, это произошло бы в 2007, 2008, 2009 или 2013, 2014, 2015 годах. Да, я в 12 Вот, приехал сюда. Может быть, да, как вы думаете, 14-15. чего можно было бы добиться? Реально, если говорить. На что бы Синдзо Абе пошел бы ради вас? Ну, просто у меня и программа была, да, то есть вот эта вода Вадхара, которая у нас на озере Ридзе, да, на Вадхаре, она выводит радионуклиды. А Япония, это Хиросима, Нагасаки, у них впоследствии этой воды, это было для них вообще бренд, да, то есть это же бомба была бы. И вот здесь бы они пару домов отдыха и так далее, они бы реанимировали бы, восстановили бы. У нас сейчас их штук 5-10 в Гудаутах только, 5-10, которые надо восстанавливать. Слава богу, это Дон Табак, вот этот, который сейчас одну гостиницу восстанавливает, вторую там восстановили. Ну и оставшиеся мы тоже постараемся сделать, чтобы в Гудаутах хотя бы было 5000 койко-мест. Если будет, то бюджет Гудауты будет, я думаю, что миллиарда 3-4, да, 5. Ну и, конечно, Ленин тоже непростой был человек, Махатма Ленин, да, то есть таких людей тоже единицы, да, Индира Ганди, он, Махатма, только двое они имеют звание, да, ну и он тоже говорил, да, вся собственность должна быть у народа, да, то есть, а то, что государство построило, они управляют. Эдуард, зная вашу энергию и неутомимость, предположу, что у вас есть немало проектов, которыми вы занимаетесь в настоящее время. Да. Над чем вы конкретно работаете, какие у вас проекты, удается ли вам их организовать? Вот, когда это все начнется? Ну, я думаю, что скоро начнется, в течение месяца-двух. И что? Уже, значит, у меня инвестор совместно намибийско-канадское предприятие, которое зарегистрировано уже в Сухуми, счет открыт в Сбербанке. Ну и они планировали в прошлом году 3,8 миллиарда евро. Ну, инвестор руководит этим Адык наш из Майкопа. Турк фамилия, Хамед Кадырович Турк. 8 сентября
64-го года рождения. Это как «Отче наш». Это Ну и приятно слышать. это и я, такой человек, который мне вчера, по-моему, звонил, говорит: Эдуард Джемалович, нет, ну и в декабре прошлого года было 3,8. Где-то в январе он позвонил, мы общались, сумма, говорит, поменялась, говорит, Эдуард Джемалович. Ну, как обычно, мы думаем, что она снизилась, да? Он говорит: нет, 8,1. Я говорю: ну, Хамед Кадырович, это нам приятно. Я говорю, если даже неправда, как бабушка моя, вечная память, говорила, борцис Ирина, если даже неправда, мне только приятно говорить, и она нам говорила, мы эту фразу уже как бы по России. А потом он неделю назад позвонил, тоже, да? Эдуард Джемалович, я скоро подтянусь, говорит, ну сумма поменялась. Я говорю, сколько? 16 миллиардов евро. Ну, я понимаю, что эту сумму, если умножить там, пусть на 60, на 70, она как бы такая приличная. Что конкретно предполагается сделать в рамках этого там проекта? большой перечень видов работ, строительство заводов, там деревообрабатывающие заводы, потом цементный завод в Кварчалах. В Кварчалах же Мергель. Это состав, из чего делают цемент. А Мергель, он там открытым способом лежит. Это километров 6, 7, 8 от Кварчала. И до Ачамчири не доезжает, тоже километров 10. Да? Посередине там она. Этот Мергель будет достаточно для того, чтобы 1 миллион тонн цемента в год производить. И я говорю, нам столько не надо. Ну, естественно, он будет вывозить его в Намибию и так далее. Это уже реализация, она у нас определена. Но самое главное, 350 рабочих мест в этом заводе, да? Это все Только в этом заводе. Это все творчальцы, Аллах Алхаруан, они вернутся хоть до Дай домой. Бог, дай Бог. 30 тысяч рублей зарплата тоже сегодня нигде, как бы в администрации президента 15-20 тысяч рублей, я извиняюсь, да? А это семью должны кормить, хотя бы 30 тысяч рублей должно быть, да. Ну и вот это вот так завод, потом были лесоперерабатывающие, ну, там большие проекты, тот завод, потом завод по производству шприцов, 150 миллионов шприцов. Он за 3 года окупается сам за себя. Это немецкий проект. Это тоже в рамках именно этой намибийско-канадской? Нет, или, это уже... или это другой проект? Абхазо-немецкая у меня еще. Абхазо-немецкая. Немецкие у меня как бы инвесторы, но они технологию придумали. Они из глины гидравлическую жидкость с помощью добавления ингредиентов, да, то есть, и они будут делать гидравлическую жидкость, которая не горит и не взрывается. Ну, то есть экологически чисто, из глины. А на каком этапе этот проект находится? Тоже на проекте, этап уже инвестор нашли мы, инвесторы, которые вкладывают в это дело, ну, 21 миллион евро. 21 миллион евро это мусорный завод в Гудаутах. Я прислал. Мусорный завод тоже? Мусорный завод экологический я вам прислал сегодня. Слава Богу. Нет, мусорный завод, вот 21 Этот мусорный завод очень необходим. Через 3 года он окупает себя, представляете, да? Да. 21 миллион евро, когда мы здесь зарабатывали за 3 года? Да. А мусор, он как бы какая-то технология, потом они продают. Когда это все начнется? Вы так приятно все рассказываете. Но если даже неправда, это же приятно. Нет, я не хочу верить, что это неправда. Нет, это вот те реалии, которые в ожидании. Да? В этом году намечается? Однозначно в этом году. Сейчас я месяц, там, неделю, 2, может 2 месяца, ну, по крайней мере, везде как бы я подвел. Ну, они звонят, вы... Каждый день на связи я на связи. скажу, где немцам звоню, да. Есть ли участки земли, есть ли значит, команда, единомышленники? Единомышленники это вся страна. Комсомольцы все, да. Я же здесь тоже не кукурузу охранял, да. То есть понятно, что одних только родственников, да, то есть 20 двоюродных братьев и сестер, вот, а с бабской стороны у меня 20.
Ну, вечная память. Ну, Авицба самая многочисленная фамилия. Ну, да. Я надеюсь, представителям других фамилий тоже перепадет работа. Борцы, Старба, да, фамилии какие, да? Да, да, да. Шамба тоже так не будет. Шамба тоже, дай бог, вас немало. Тарас Миронович, бедный, вечная память. Мы, говорит, когда спим, тоже, говорит, учимся, говорим. Во сне тоже учимся, говорит. Да, ну, вечная память ему. Великий человек был. Не потому что Шамба, а потому что он великий. В нашей стране, Эдуард Джамалович, уже много лет, на мой взгляд, практически ничего не получается. Нет почти никаких успехов, кроме успехов наших спортсменов и представителей сферы культуры. Да. Что это? Это мы такие безинициативные, никчемные, слабые? Или нам не дают возможность реализоваться? Ну, вот это, что вы сказали последним, не дают. Не дают? Это тоже имеет место, да, то есть потому что вот завести деньги сюда на инвестиции, у него большие проблемы. Вот я о том, о ком я говорил, да, 16 миллиардов. Ну, видимо, евро. Поэтому и все это оттягивается. Ну, это сейчас вы не для огласки, да, но Нет. для... Ну, Иртанзам не хотят, чтобы мы были самостоятельны и так далее. Мы и так сейчас... То есть то, что нам не дают, вы ставите на первое место. Нет, да, это... Но мы все равно прорвемся. А надо же нам сделать. В окно не пустят, в дверь не пустят, в окно войдем. Ну, и по-любому мы должны здесь сделать что-то. Мы удивительно способные, коммуникабельные люди, да, то есть и у нас везде, мы со всеми хорошими. С чего бы вы начали поднимать экономику Абхазии? Вы не просто инженер, но вы и экономист по опыту. Ну да, да, и я и управленец и так далее. Но я начал бы вот с тех заводов, где нужны рабочие руки. То есть вы стали бы искать инвесторов? Нет, я уже нашел инвесторов. Нет, я уже и понятно. деньги нашел, да, то есть и все и так далее. Просто мы предполагаем, а Бог располагает, да. Может быть, это завтра будет, а может быть, где-то послезавтра он приедет, да, то есть какое-то движение. Счета открыли и так далее, но на счет надо может что-то упасть. А потом у меня сейчас еще один проект, генерал-майор Волков Борис Михайлович, да, то есть мы уже на Гумисте, уже 5 гектаров земли выделили мне, я директор тоже, да, то есть воду будем, это самая чистая вода, самая чистая река в мире по передаче Якубовича. Ответ был река Гумиста. Я был поражен, понятно, что все чистое оттуда идет. Ну и вот там 5 гектаров мы воду хотим по трубопроводу, и маленький танкер у него есть, 3 миллиона литров, да, 3000 тонн. И в месяц 2-3 рейса сделаем воду, даже если по 10 рублей, представляете, да? Конечно. А это нет, а это и реклама и так далее, и в Африку. А сегодня недостаток воды питьевой, просто полчаса до воды питьевой идут там в Африке и так далее. А мы здесь, кроме воды, что имеем? А это богатство сумасшедшее. А вода это экологически чистая, да, то есть талая вода, ноль мусора у нее. У меня есть документы. А верите ли вы в то, что вода будет в скором времени дороже нефти? Ну, оно к этому идет вообще. К этому идет, хотя ну, не так уж прямо, чтобы дороже была нефти. Ну, та цена, которая есть, тоже хватает, потому что она же нигде не надо, она сама течет и все. Просто организовать надо. А война, это Третья мировая война, только из-за питьевой воды будет, да, так я так по своими мозгами комсомольскими. Потому что мы будем здесь, в Абхазии, сидим на воде, понимаете ли, да, в тяжелейших условиях находимся. Куда девать это все? Ну, так что процесс идет, и с чего-то, конечно, надо начать мне.
нам, то есть я извинился, я на себя не буду одеяло оттянуть, это просто волей судьбы, да, волей Всевышнего. Мне как бы довелось до этого прийти, и он мне, когда во время войны, в пятницу война началась утром в 6 утра, а в воскресенье уже 200 тысяч долларов, это было 3-4 миллиона рублей, в коробках я лично завез в аэропорт и отправил в Бенводы. Ну, то есть, первое оружие на что купили, да, и вот я 3 рейса сделал, на 4-й, правда, сложить. Ну, 120 миллионов рублей после войны сказали, что Эдуард Джамалович вывезли, да, вывезли. Ну, ты плати, я говорю, с удовольствием за страну, за нашу, я готов и такие, ну, мелочи, да. Почему именно так вот стал вопрос? Потому что, вот вы спрашивали, а как к этому относятся люди, а потому что, а кто меня просил? Меня же никто не просил. Ну, я Ну, вы считал- сделали такое великое дело. Ну да, да. Это же Это да, народ да. должен быть Я благодарен. даже не говорю там, многие имеют там Ахзапша, да, то есть за участие в войне. У меня даже участника войны нету, да, я в Москве же был, мне Владислав Григорьевич не пускал, Ваватахов говорит, Вавуаз, потому что я организовал встречу в сентябре 92 года с Пастуховым, Багапшем. Я казино целое закрыл. Правда, это казино наше было, да, то есть я говорю, здесь только работаем сейчас на Абхазию. И вот эту встречу там сделал, да, ну и вот они переговаривали и так далее. Без этого тоже, без административного ресурса российского мы бы ничего понятного у нас не было бы, да, то есть и им это в их интересах было, все как бы сочеталось. Вот, и это мелочи, да, то есть то третье. А потом штаб, где сидел во время войны, в моем офисе сидела, да, то есть где я работал, где зарплату получал и так далее. Это научно-промышленная корпорация «Стройкарьермаш». Это был президент там Солод Сергей Васильевич. Он сейчас, правда, в Марбелье живет, да, то есть в Испании. Ну, мы европейские деревни строили в строительстве в Москве, еще европейские деревни на Варшавке, на этом и так далее. Я был генеральный директор вообще, да. Ну и я Солод просто, ну я как бы такой был, да, но в любом случае он мне сколько сделал, я готов был ему во время войны, он и за телефонные переговоры и так далее, вот это все оплачивал он. Стройкарьермаш. Да это мелочи я не считаю, да. Но это какая мелочь, а когда ложка дорога к обеду, говорят. Конечно. Ну и вот это все, вот таким образом все как-то. А сейчас вот там звонит, давай, говорит, мы с тобой гольф-клуб откроем в Ачамчира. Там же вот эти есть гольф-клуб хороший. Я говорю, Сергей Васильевич, давай, пока до гольф-клуба нам здесь Еще есть немало дел. Но это все как бы в перспективе. Дай бог, дай Так бог. что Абхазия, ну я-то немножко для себя представляю, что это будет здесь, да. Ой, господи, ну, по крайней мере в Гудаутах вот это все 3, 4, 5 гостиниц сделать, здесь 5000 койко-мест будет в Гудаутах. И в Гудаутах мы сделаем круглогодичный отдых, да, то есть здесь надо вот эти кровати, которые вы видите. Но помимо гостиниц, Эдуард Джамалович, должны быть и определенная инфраструктура, которая задерживает их здесь, которая притягивает их сюда медицинская. вне сезона. Я к этому ввел вас, да? Вот эти кровати терапевтические, да, Сираджем, Ага. они сахарный диабет у нас в Абхазии 15 тысяч граждан с сахарным диабетом, это же трагедия. А вот эти кровати за месяц с 19 до 6 доводят, да? Ну это просто надо лежать, не двигаясь, да, 40 минут каждый день. И у тебя сахар с 19 до 6 дойдет, это фантастика. Но я сам лично видел, да, в Москве людей, которые были. Но я ездил в Емеретинскую долину неделю назад. Там приехал из Краснодара, которые
Он отремонтировал мою кровать, во-первых, которая 6 месяцев не работала, да, вот он сделал ее. Ну и поехал, я посмотрел новую кровать. Она 6 видов у нее. Она то лечит, это лечит и так далее. Но это шмафигурат, да, то есть и... Шмафёж. Ну да, шмафюх, что это? От всех болезней. А это вот мне 67 лет, у меня плюс 1,5 был в 50 лет, плюс 2,5 в 55 лет. 50 лет 1,5, в 55 2,5, в 67 0. Я читаю без очков. Ну и это вот, потом вы скажите, эта кровать нужна она или не нужна здесь? Конечно, нужно. А сахарный диабет, артроз, артрит, инфаркт, инсульт, она и куда угодно. Ну это зато деньги никто не делает на этом, да? Это бесплатно. А медициной бороться это тоже власть серьезная, которая кроме денег ничего не хотят они, да? Они больше, я прошу прощения за то, что я так высказываюсь, да, ну, немножко я 3 трепанации, то, третье ножевое ранение, ну, господи, ну, я Мы не вас говорю, понимаем. что это специально сделали врачи, да, ну, врачи просто такая система, я извиняюсь. Да. А когда эти кровати бесплатно будут лечить, а я это все хочу бесплатно поставить, чтобы люди 100 рублей не имеют, вот, я извиняюсь, да, 30 минут, 40 минут полежать, и что, из-за этого деньги надо брать? Ты сделай в другом месте и для народа. Вот таким образом, я думаю, что... Понятно. вам Я вопрос. хочу вас поблагодарить за нашу беседу. Мы уже с вами разговариваем, общаемся в течение 47 минут. Вот так Я вот. даже не почувствовал, Не, куда да ты- ушло а вы время. там сели, елки-палки. Я так подумал, что мы где-то минут 10 разговариваем. да, Тут я на хронометраж посмотрел и ахнул. Ну, то есть, 47 минут. Вот. ну, может быть, все не успел сказать, но в любом случае в душе должно быть у человека, для людей, чтобы что-то хорошее сделать, да. Ну, себе, слава богу, я в 67 лет, у меня там 3 У вас внука, есть 3 все, внучки. есть все, слава Да, богу, да, есть все. слава богу. Нас Да. будут смотреть многие Абхазцы представители нашей Абхазии, и- смотрят на Кавказе, смотрят в Турции. и только- Но русский язык они не поймут, по крайней мере, подавляющее Я большинство не из них. по-абхазски могу сказать. Но тем не менее, вот на абхазском языке обратитесь к ним, ну и на русском языке тоже можете обратиться Да, к нашим зрителям. И лартатан и лифкарат и схарца автом абрах абсныш ханфра стоком сара. Убри сулшала усу тыпхаге шоурас абрай гасар стоком шукшум. Амта шагид вах ханас абрах ханфра стоком сара. И ну, то есть рабочие места аулафохов, что тахсара, ну, что Шама Тарктул еще ождруй. О, конечно, Шама. Игмаджица. Да, Аймаджидов, да? Ну да, первые даже, как Орхан Шамба, да, сюда въехал. Первый же он тогда приехал, а так тоже, да, ну, Шама и так далее, Лейба тоже, Салаха, брат, Хыщик, родственники у меня 300, я говорю, давай мы их всех, здесь рабочие места и так далее. Уса хорош роруб, тахпену оргаруб, убри нахцалаги. Я думаю, что Эдуард Джамалович, в общем, давайте мы с вами так договоримся. Как Как только вот эти проектные дела ваши запланированные Какой-то, да. начнутся, Да. вы связываетесь со мною сразу, и Обязательно. мы, у нас это будет новый информационный повод для встречи. Совместно наш проект будет с тобой. Ты информационный блок, а я такой.
экономический блок, да? То Буду есть только рад, буду только рад. И это все как бы должен людям И мы сказать. будем освещать развитие вашего Я проекта. об этом очень много думал, и потом думал с одними, потом абхазское телевидение и так далее, Ирина Агерба, потом думал, слушай, около себя глаза открой, здесь у тебя сидит. Абхазское телевидение тоже нужно подключать, и Абазу, Тоже и будет, все остальные тоже- каналы, и тоже Гудаутское всё вместе будет. телевидение. Но основной, кто будет зарплату получать здесь, это вот ты уже определил я тебя, да, поэтому со мной спорить тяжело, потому что кто платит, тот и заказывает музыку, да. Понятно. Хотя бы какую-то информационную, да, то есть аппарат купить и так далее, и так далее. Мы Ну, обязательно с вами техническую, встретимся, да, как да, только да. этот проект начнет Да, работать. да, да, Я да. буду молить Бога, С чтобы верой. это Это для всей Абхазии. Да. произошло быстро. И того дарадза, Спасибо, и того. обзирушим азайд. И того.